Это программа «7 дней плюс» и Светлана Кадырова. Здравствуйте. Сегодня итоги года для татарского мира. Подводим с нашим гостем. Это старший научный сотрудник Института истории имени Шайхабуддина Марджани Академии наук Республики Татарстан Бахтияр Искандерович Измайлов. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, зрители. Итак, очень молодой, еще недавно совсем в Совет молодых ученых, да, вы входили, да, в том числе. Да, при этом уже лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники за 7-томное академическое издание «История татар с древнейших времен». Среди научных интересов там история городского самоуправления Казани, 18-19 век, историческая антропология, история повседневности. Но вот в последнее время уже так вот заработали вы очень хороший статус в сфере, наверное, даже и в журналистском уже сообществе, что очень часто выступать экспертом по различным вопросам из жизни татарского мира. Вот завершился 2023 год, и вот хочется очень подвести некие итоги, что было из вызовов, что было из проблем, что было, наверное, из достижений. И вот первый вызов и поводы для размышлений, наверное, как раз перепись. Ну, да, с одной стороны, конечно, перепись, как такой, даже не сама перепись, сколько итоги. Да, предварительные итоги, которые были озвучены в начале года, и они стали таким, наверное, одним из и вызовов, и, ну, собственно, весь год, наверное, в какой-то степени прошел под этой эгидой, под этой некой темой о сокращении численности татарского населения. И действительно, надо сказать, что ну, вот сами предварительные итоги стали такой отрезвляющим, что ли, для всего татарского мира. И то количество отзывов и откликов со всей России, из других регионов, они все, конечно, подчеркивали необходимость изменений, которые должны изменить вот эту тенденцию, которая наметилась с 2002-2010 года и вот зафиксирована была вот в этой переписи 2020 года. Но это, наверное, только одна из тенденций таких, конечно же. И здесь вопрос в том, что ну, когда мы говорим об итогах 2023 года, это для человека один год. Вот и есть повод подвести итоги. Для народа или для нации, для государства это десятилетие. Вот, собственно, перепись населения, она стала неким таким итогом той деятельности, которая, да, во-первых, реализовывалась вот этим татарским миром, общественностью татарской, самим Татарстаном. И вот стала поводом для того, чтобы ну, как-то ответить на те вызовы, которые, собственно, вот эта перепись подвела. Ну, хорошее употребили слово «отрезвляющее». Да, минус 600 тысяч татар. Минус 600 тысяч, конечно. На миллион человек в мире стали меньше в России разговаривать на татарском языке. Почему отрезвляющее? Ну, здесь, я думаю, что была определенная такая... То есть здесь много раз говорилось о том, что переписи – это определенный такой срез для государства относительно его социально-экономического положения, относительно его демографической ситуации в стране. И для татарского мира это не исключение. И здесь надо сказать, что, конечно же, уже это только предварительные итоги. Еще впереди предстоит как раз долгие годы изучать тенденции, которые намечены, были отмечены вот этой переписи населения. Но уже понятно, что, конечно, вот эта цифра в минус 600 тысяч человек, это такая действительно для татарского мира, который и так не многосотмиллионный населения, это, конечно, очень тяжелые потери. И ну, здесь надо сказать, что уже предварительные итоги, которые ученые сделали, и социологи, например, которые работают в нашем институте, они уже тоже начали вот изучать эти результаты и ну, пришли к некоторым выводам. И в частности, ну, конечно, здесь несколько факторов, которые повлияли на вот это уменьшение, такое значительное уменьшение татарского населения. С одной стороны, это все-таки ну, такой некий человеческий фактор. Что такое перепись населения? Это все равно целая государственная процедура, которая показывает, насколько четко отстроен механизм государственной системы, как она функционирует. И в условиях, ну, все мы знаем, когда она проводилась в период пандемии, и само государство находилось под серьезными нагрузками, по всей видимости, это все как раз в том числе повлияло. Вот это некие такие субъективные факторы. Но сбой такой в механизме, скажем. Конечно, так, да? Отчасти сбой в механизме, потому что ну, по тем даже данным, которые у нас есть, недавние соцопросы, которые проводились, которые показали, что только 57% населения России участвовало в переписи.
То есть получается, что почти половина осталась за бортом и не учтена. Да, либо учтена, но по другим косвенным признакам, через ЗАГСы, МВД, другие государственные структуры. И это, конечно, тяжелейшие цифры. Да, для сравнения, и в 2002 и в 2010 году, по-моему, общая численность принявших участие больше 90 было. То есть здесь мы практически в 2 раза меньше вот этот показатель имеем. То есть под сомнение, в принципе, объективность можно поставить, я так понимаю, если бы говорили социологи, то... Здесь даже скорее можно говорить о том, что, да, конечно, можно поставить под сомнение определенные, так сказать, итоги этой переписи, но, тем не менее, мы последующие 10 лет, до следующей переписи населения, все равно будем иметь дело с вот этими цифрами, которые уже получили в ходе вот этой переписи населения. И здесь еще очень важный момент, что тоже, кстати, показатель работы вот этой переписи населения, что и численность русского населения уменьшилась больше, чем на 5 миллионов человек. То есть, когда мы говорим о татарском населении, необходимо не забывать и о татарском народе, необходимо забывать и то, что численность русского населения других народов, в том числе, да. Есть лишь небольшая часть, когда действительно есть увеличение, вот как говорилось, в Чеченской республике, например, чеченского населения количество, на некоторых народов Кавказа, но тем не менее. Это вот один из таких субъективных факторов. Второй фактор, если говорить об объективном, это все-таки татары действуют точнее, показатели, которые показала перепись населения, татары остаются в общероссийской тенденции. Есть те самые общие факторы, которые влияют на все население в целом, в том числе и на татар, которые глубоко интегрированы в российское общество, и они не являются исключением. Это и уменьшение демографических показателей. Во-первых, уменьшение количества детей на одну семью. И здесь вот важный момент, что те меры, которые приняло государство, в частности, вот, например, внедрение материнского капитала, оно дало определенный эффект, поскольку количество вступивших в брак и количество семей, у которых имеются дети, оно увеличилось, не намного, но тем не менее увеличилось. То есть эти вот государственные меры, которые предприняло государство с 2010 годов, в 2012 году, когда начала реализация этой программы, то есть оно дало определенный результат. И в этом плане вот будет важно, как ответить на эти вызовы, в том числе вот как российское государство, Россия в целом и татарский мир в частности. И тут одна из таких тенденций. А если подводить тоже такие итоги года... Отрезвляющие для татар. Конечно, да. И в целом, конечно, да. И здесь надо смотреть еще, вот как в качестве итогов, если мы будем говорить. Почему я говорю отрезвляющим? Потому что, на мой взгляд, вот эти результаты, они стали такой определенной мотивацией для всего татарского мира, в частности для Татарстана. Конечно, да. И, на мой взгляд, такой один из ярких примеров – это ситуация с селом Илдус в Курганской области, когда после пожара была уничтожена крупная татарская деревня, но всем миром, из Татарстана в том числе, начали татары помогать восстанавливать вот эту самую деревню. И это тоже очень показатель важный. Кроме того, то неравнодушие, с которым откликнулась татарская общественность на вот эти цифры переписи, оно показало, что у людей действительно есть эта потребность в сохранении своей собственной идентичности. Наоборот, проснулась у некоторых эта потребность. В том числе и проснулась, да. И оно показывает, что вот это чувство единства очень важно для татар и татарского мира в этом плане. Еще все-таки один из таких проблемных, на миллион человек стало меньше людей, владеющих татарским языком. Вот все-таки, учитывая, что это основной такой маркер идентичности, но считался долгое время, мне кажется ли, что он настолько уходит и сдает свои позиции, не останется только с маркером сабантуйности, культуры национальных праздников, насколько, здесь сложно обвинить методологию, социологию, механизмы государственной машины. Вот что здесь, какие есть объективные и субъективные факторы тоже? Здесь несколько моментов. С одной стороны, конечно, это, наверное, более важный даже показатель о сокращении численности татар, которые говорят на татарском языке. И он действительно очень важный, поскольку показывает, что вот эта область функционирования татарского языка, она постепенно сужается. То есть, по всей видимости, исчезая в меньшей степени из общественной жизни, политической, социальной жизни, и уходя больше такой в семейную
семейную сферу. И в этом плане, конечно, это очень важный момент и очень важный показатель. В каком плане? Что здесь несколько важных факторов. Во-первых, татары крайне урбанизированный народ. Один из тех народов, который активно проживает в городах, крупнейших городах России. И в этом плане он активно включен в те процессы, собственно, вот этого такого городского сообщества, которое в большинстве случаев, конечно, основной язык является русским. Языковая среда, конечно. Конечно, языковая среда, она приводит к такому нивелированию и уравниванию всего населения. И очень важно, что даже по тем цифрам, которые есть, вот по некоторым опросам, которые есть, они показывают, что татары, которые, например, учились в татарской школе, обучались на татарском языке, для них маркер языка является более важным, чем для тех татар, которые учились в школах с русским языком. Да. И в этом плане как раз очень важный показатель. То есть, если ты общаешься в школе на татарском языке, общаешься в семье, то есть у тебя язык продолжает существовать, и в этом плане ты считаешь его как важным маркером. В то время как в большинстве крупных городов татарских школ действительно, оказывается, не так много, и тут много факторов, связанных с этими явлениями. Но, тем не менее, вот одной из отчасти вот этой специфики является то, что татарский язык постепенно уходит. Что касается вот всех этих моментов, связанных не уйти вот в некую такую сабантуйность, это тоже, на мой взгляд, сабантуйность и вообще сабантуй — это важный маркер для татар. И это тот праздник, который объединяет все татарское сообщество. Это является таким определенным брендом. Как мы знаем, например, для ирландцев День Святого Патрика тоже является таким важным праздником, на котором они приходят показать в национальных одеждах, показать свою идентичность, где бы они ни проживали. Кроме того, там зачастую это даже проходят, эти праздники, в тех местах, где ирландцев очень небольшое количество. И для татар, на мой взгляд, вот этот сабантуй тоже является важным показателем. Продемонстрировать. Пусть он будет, да, этот Конечно, это важно, что он существует, и это важно, что народ продолжает ощущать вот этот праздник как свой собственный. Другое дело, что, конечно, не должно все заканчиваться вот этими сабантуями. Должна быть серьезная программа, которая поддерживает и татарский язык. И очень важно в этом плане, это вот один из вызовов, на мой взгляд, который показатель 2023 года, необходимо, чтобы татарский язык существовал в сферах цифровизации в интернете, на телевидении, на радио, максимально издавалась литература на татарском языке. Вот эти все важные моменты, они позволяют существовать татарскому языку. И я уж не говорю о том, что необходимо, чтобы существовали и отдельные институты, изучающие татарский язык, преподавались, издавались книги, учебники на татарском языке. Вот это все важный фактор сохранения татарского языка. Да, это, в общем, такой процесс непростой, но тем не менее, вот, на мой взгляд, одной из таких тенденций этого года стало как раз и понимание о необходимости бережного отношения к татарскому языку. Много было событий в этом году, но были такие, послужившие триггером, скажем так, для ряда других процессов. Все-таки мне бы хотелось ваше мнение услышать. Разгоревший скандал, который вокруг банкноты. Быстро там достаточно все как появилось, так и погасло. Но вместе с тем, вот, на мой взгляд, там есть две позиции. Да? То есть некомпетентность определенного экспертного совета, который определял дизайн банкноты. Ну и плюс все-таки вот такой некий тревожащий фактор, наверное, что были некие люди, которые попытались быстро очень раскачать. В общем-то, и придать межнациональную там, и политическую окраску этому событию. Вот на ваш взгляд, вот здесь мы тоже консолидировались в некой степени. Это каким образом вообще все это на татарский мир повлияло и почему, в принципе, это стало? Я не думаю, что это сильно повлияло на татарский мир, но тут действительно важный показатель очень. Сейчас государство находится, в таких, на мой взгляд, в поисках идеологических основ своих. И вот очень важно, чтобы эти идеологические основы, они как-то были востребованы всем населением России в том числе. И скандал вокруг этой банкноты, по сути своей, это такой скандал на пустом месте, поскольку те же самые скандал на пустом месте, почти неделю да, конечно. Атаковал всю страну. Да, во-первых, татарские ученые действительно не принимали, и специалисты, эксперты не принимали участие в разработке этой банкноты. То есть это абсолютно полностью выбор Центробанка, специалистов Центробанка, которые изучали этот вопрос. Но в любом случае досталось Татарстану как за проявление некого сепаратизма, на
мой взгляд, что совершенно неоправданно, поскольку сам Татарстан как оказался, в общем, здесь в этой ситуации сам поставлен перед фактом, и оказался, в общем, ни при чем, а досталось при этом татарам за вот эти самые изображения без религиозных символов на вот этих зданиях. Но, на мой взгляд, это тоже важный показатель того, что государство находится в неком идеологическом поиске. И, конечно же, на мой взгляд, что вот сама вот эта городская серия, которая, так называемая городская серия на банкнотах, когда изображаются наиболее достопримечательные места различных городов России, вот она является такой самым нейтральным вариантом изображения. Нет никаких важных таких серьезных государственных символов, не изображаются портреты президентов Российской Федерации. И в этом плане самая нейтральная серия вдруг вызывает такой серьезный резонанс, который приводит к тому, что заново надо запускать вот эту банкноту. И здесь, на мой взгляд, это, конечно, больше показатель того, что какие-то процессы происходят скорее в идеологической сфере, поскольку нет такого четкого понимания, что ли, насколько сложна и вообще не едино, не гомогенно вот это огромное российское государство, поскольку здесь проживают многочисленные народы, Поволжье является примером сосуществования и ислама, и православия. Вот на одном месте буквально рядом друг с другом соседствует и башня Сюмбике, которая тоже не является действующим каким-то храмом, и точно так же стоит Дворцовая церковь, которая точно так же не является никакой действующей церковью, при этом они являются важным символом сосуществования вот этих, собственно, двух культур. И, на мой взгляд, как раз эксперты-то очень важно подобрали вот этот момент. Они постарались показать те самые объекты, которые являются таким показателем вот этого толерантного отношения, существующего в Поволжье, в том числе в Татарстане, в первую очередь. И, в общем, на мой взгляд, тут сами примеры выбраны были правильно, но вот, к сожалению... Интерпретации. Почему-то из этого действительно раздули такой серьезный скандал, который, на мой взгляд, скорее разрушает единство народов, которые проживают на территории Российской Федерации. Еще один сигнал к некоему такому разрушению тоже идеологическим метанием. Не могу сегодня не обойти. Это заявление Петра Толстого. Вице-спикер Госдумы в телеэфире заявил, что все жители России, независимо от национальности, русские. Вот подобные заявления сразу, конечно, все расценили, что они не ведут к объединению, конечно, страны, а создают почву для потенциальных конфликтов на национальной почве. Вот насколько... это заявление, это не тренд года, но мы не можем его обойти, потому что оно тоже вызвало достаточно серьезный общественный резонанс, в том числе в Татарстане. На ваш взгляд, это о чем говорит? Здесь, на мой взгляд, нужно тоже понимать, что Россия сейчас находится под серьезным давлением. И в этом плане, на мой взгляд, иногда где-то в федеральном центре и с общественником, в том числе депутату Госдумы, иногда кажется, что необходимость от внешнего давления необходимо создавать какое-то внутреннее гомогенное единство, которое позволит выстоять в этой борьбе. Хотя, на мой взгляд, как раз корневая основа российской государственности, она как раз и является тем самой силой, которая позволяет существовать. Фундаментом, конечно. И почему-то представление о том, что сделав или назвав все население Российской Федерации русскими, это создаст какое-то такое мнимое единство или единоначалие. И, на мой взгляд, конечно, здесь даже не фраза в том, эти идеи ходили и раньше, и, в общем, со сцены различных политических арен звучали часто, но здесь еще важно такой момент, что, как сказано была эта фраза, что не для того мы захватывали Казань, чтобы называться россиянами. Да. Хотя здесь, Иван Грозный-то как раз прекрасно понимал, когда было захвачено Казанское ханство, когда было присоединено Поволжье, он-то как раз, понимая, насколько сложная здесь многонародная эта область, он старался подчеркнуть, что все останется как при казанских ханов, объясняя людям, которые здесь проживают, что вхождение в состав российского государства означает сохранение их социально-экономического положения. То есть для того, чтобы не возбудить лишний раз это население. И это во многом впоследствии способствовало тому, что население действительно вошло в состав российского государства, участвовало в многочисленных войнах, служилые татары участвовали во всех войнах российского государства и в 17-18 веках. И любые попытки такого создания однородного сообщества, оно приводило всегда
к многочисленным мятежам и ну, самый яркий пример — Пугачевское восстание. И если, как мы говорим о Екатерине II, которая изменила эту политику, когда считала, что гражданская лояльность государю важнее, нежели его национальная принадлежность, религиозная принадлежность. И, на мой взгляд, вот эта политика, заложенная Екатериной II, она как раз и дала такие важные плоды, когда россияне, вне зависимости от их веры, национальности, участвовали в создании и защите этого государства. И, на мой взгляд, это как раз необходимо позиционировать именно вот этот момент, связанный с общей историей. В чем идеологическая? Конечно, идеологическую основу создавать именно на этом, не пытаться затрагивать те вопросы, которые, на мой взгляд, в общем, далеко не являются приоритетами. Я уж не говорю о том, что и Владимир Владимирович неоднократно подчеркивал в своих обращениях, что он и лакец, и дагестанец, и татарин, и русский. То есть таким образом подчеркивал многонациональный состав российского государства, при этом подчеркивая, что все они являются защитниками нашего государства. Хорошо, Бахтияр, еще одно событие года, в том числе для Академии наук. Наверное, создание Международного исследовательского центра истории и культуры народов Степной Евразии на базе Академии наук Республики Татарстан, возглавлен Николай Крадин. Вот важность его создания ученые точно понимают, да? Вот чем, попробуйте объяснить сегодня татарскому миру и татарскому зрителю, и в принципе зрителю из Татарстана, в чем настолько вот важность общественная, наверное, в этой ситуации? Да, во-первых, действительно, это, на мой взгляд, одно из важных мероприятий вот, с научной точки зрения, проведения вот этого международного круглого стола с привлечением серьезных ученых из разных регионов России, из Казахстана, Монголии, Азербайджана. То есть все эти исследователи приехали для того, чтобы обсудить вот эти вопросы, связанные с историей степной Евразии, так называемой. Здесь очень важно, на мой взгляд, вот для общественности, если объяснять. Во-первых, это только ну, такой предварительный итог, на котором ученые между собой договорились о том, что вот начинается серьезная большая программа, которая будет изучать вот это огромное пространство евразийское. Здесь очень важно для общественности, на мой взгляд, показать, что Россия, она не замыкается только в пределах Поволжья, центрального региона, а она гораздо шире. Огромная территория вот этого, географической территории, которую занимает Россия, это вот это огромное евразийское пространство является результатом, в том числе и взаимодействия между кочевым населением и оседлым населением. Именно кочевое население во многом стало важным источником различных идей, которые распространялись по всей вот этой огромной территории. То есть кочевники вместе проносили, они протоптали, можно сказать, какую-то определенную дорогу с востока на запад. И многочисленные достижения, которые были, например, в Китае или на Востоке, они переносили в том числе и в Восточную Европу, и впоследствии на Запад. И вот, на мой взгляд, с этой точки зрения, и даже сегодняшнее геополитическое в определенном смысле положение Татарстана, недаром здесь проводится и вот Россия, исламский мир, Татарстан вот, продолжает играть важную ведущую роль во взаимодействии между Россией и странами Востока, в первую очередь исламскими странами. Татарстан начинает играть важную роль во взаимодействии между, собственно, самой Россией, как такой определенный посредник, и Китаем. Не секрет, что татарские купцы на протяжении 18-19 веков активно участвовали в этой российско-китайской торговле. Что касается еще важного аспекта, что вот это изучение кочевой Евразии, оно дает вот российской истории и российской государственности такое вот евразийское, что ли, общеевразийское наследие, показывает, насколько широкие истоки вот этой российской государственности, что многочисленные народы, которые здесь проживали, постепенно вошли в состав России, стали важными участниками многочисленных политических событий. И вот изучение такой предыстории, что ли, вот этих создания всех этих государств, как эти процессы складывались, как происходило взаимодействие, очень важно для понимания того, как складывалась вообще в целом Россия, на мой взгляд. То есть сегодня в современных геополитических условиях это, конечно... Особенно важно, с учетом, что и полностью так Россия повернулась на восток, на взаимодействие с Востоком, и в этом плане вот изучение, на мой взгляд, таких общих корней исторических, это является лишь является примером того, как мы можем в том числе взаимодействовать и в историко-культурном
области. Бахтияр, до конца меньше минуты. Какие еще события в жизни татарского мира за прошедший год ты бы выделил? Ну, я бы выделил, например, начало реорганизации Академии наук Республики Татарстан, поскольку Рифкат Нургалиевич Миниханов возглавляет Академию наук, и это очень важно для всего татарского мира. С какой точки зрения? Именно здесь сосредоточены гуманитарные институты, которые изучают как раз все процессы, которые свойственны вот этому татарскому миру. Без этих гуманитарных институтов невозможно будет ни создание популяризационных проектов, ни создание цифровых проектов. На мой взгляд, вот это важное событие, которое, может быть, является одним из таких ключевых, вот, по крайней мере, в научной сфере точно. Хорошо, Бахтияр, большое спасибо за интервью. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Прощаемся с вами. До свидания.